Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И мы продолжаем говорить о 106-м дне полномасштабной агрессии России против Украины. Прежде чем я представлю гостя, напоминаю про наш YouTube-канал, на который вы можете подписаться. А если уже подписаны, поставить лайк и поделиться нашей трансляцией. И если есть такая возможность, поддержать нас на нашем Patreon. А гость этого часа Тарас Загородний, политолог, руководящий партнер Национальной антикризисной группы. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Приходят подробности по факту незаконного приговора террористических организаций с так называемой ДНР иностранным бойцам, которых сегодня там приговорили к смертной казни. Это два британца, Эйден Эйслин, Шон Пиннер и один марокканец Саадун Брагима. Их террористы приговорили к смерти якобы за действия, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР. Ну, понятное дело, что сам по себе этот суд уже международное преступление, суд не признанный никем. И, собственно, суд над военнопленными. Об этом уже, кстати, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она отреагировала на смертный приговор двум подданным своей страны, которые сражались на нашей стороне, и заявила: «Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых задержали российские прокси на востоке Украины. Они военнопленные. Это ложное обвинение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с их семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им», написала она в своем Твиттер. Но это фактически прецедент, да? И мы знаем, что сейчас на территории этих террористических республик, точнее террористической республики на оккупированной территории Донецка, находятся наши пленные из Азовстали. Вот в связи с этим возникает вопрос, какова их судьба? Потому что мы слышим от нашей власти, что это деликатный вопрос, не нужно его будоражить, и подробности могут навредить, что идет специальная, очень сложная операция, но кроме этого мы больше ничего не слышим. Ну, смотрите, понятно, что если говорить конкретно об этом так называемом приговоре, это игра России по понятным причинам. Входить в конфронтацию, непосредственную конфронтацию с Великобританией страшно, да, поэтому придумывают такие обходные пути. Но понятно, что это уже давно не работает, всем давно понятно, что это фактически та же Россия, да. Вот. Казнить их, конечно же, сразу не будут. То есть там будет игра. Это типичная тактика Российской Федерации. Захватить заложники, давайте будем угрожать их расстрелом, их уничтожением и так далее, для того, чтобы... Эта цель имеет несколько уровней. Первое — это попытаться вытащить британцев на фактическое признание этих республик, если они подадут в суд, например, от имени британского правительства. Это торговаться снова за санкции, да, и так далее. Ну, я думаю, что это такая слабая попытка, которая ничем все равно для России не закончится, а только усугубит ее отношения. Тем более, что смерть британских граждан взбесит Лондон еще больше и еще больше сплотит англосаксонский мир, который... Он и так на железобетонных позициях находится, что с Россией нужно заканчивать именно сейчас, чтобы она не могла осуществлять агрессивные действия в ближайшие лет 50. А так это дополнительное будет убеждение в том, что с Россией нельзя вообще вести никаких переговоров, как с Гитлером уже там после 1941 года. Поэтому они будут играться этим, они будут пытаться играть на нескольких уровнях, будут спекулировать в том числе возможностью расстрела наших героев с Азовстали. Но, опять же, там есть одно «но». А это что же обоюдно острый процесс пленные. Пленные же есть и с их стороны. И очень часто очень непростые пленные. Ну, до этого уже приходила информация, что, например, кадыровцев они стараются менять сразу же, сколько бы там ни попало в плен.
ну, ребята, ну, у нас тоже будут кадыровцы, например, а вы очень хотите их вернуть. Поэтому я думаю, что все-таки будут шантажировать, играть на раскол украинского общества в том числе, да, играть на любых чувствах украинцев, но я думаю, что это ничем не поможет россиянам, потому что ну, 90% уже украинцев понимают, что это война на выживание, что Россия не остановится ни перед чем, и они уже поставили четкие цели перед собой. Физическое уничтожение украинцев, просто как народа, просто как носителя другой ментальности. И тут вопрос как бы не в пленных, как бы и демотивировать украинцев не защищать свою родину, но уже не получится, как и различными такими вот играми. Но в то же время тут еще идет игра и с другой стороны. Россия собирается объединить так называемые ДНР, ЛНР и присоединить к ним и временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской области. И будет это у них якобы такой один федеральный округ в составе России. Вот как вы смотрите на такую перспективу? Ну, знаете, это мне напоминает, помните, такое крылатое выражение из еще советского фильма, а в России любят советские фильмы. Дай бог, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Так? То есть, ну смотрите, если они до этого не смогли сделать, ну, например, они даже Южную Осетию не смогли включить хотя там были намерения включить Южную Осетию в состав непосредственно России. На этом остановилось там все. Вот. Тут это больше пугалки, которые даже при попытке их реализации ни к чему не приведут. Сейчас все решается на поле боя. Да? Все эти республики, включение, не включение, все эти игры, они не играют никакой роли, от слова совсем. Все зависит от украинской армии, которая становится все сильнее и сильнее. В этой схеме для России очень много рисков в действительности. Почему? Потому что, хорошо, ну чисто теоретически давайте подумаем, а какие границы вы будете определять, да? Если вы там с какими-то потерями огромными удастся вам отвоевать там часть там Донбасса, там, да, и то под вопросом большим, потому что ну, мы видим, что они сконцентрировали большую часть усилий на взятии Северодонецка, и реально ничего не происходит хорошего для них. Да? А там же еще Донецкая область, которая была укреплена за 8 лет, залита фактически бетоном, это в районе Славянска, Краматорска, Марьинки, а там вообще никаких продвижений не происходит. Вот. Дальше, в каких границах, например, определять? Запорожскую область, там же только часть Запорожской области временно оккупирования. То же самое касается Херсонской области, да. Но чисто теоретически, вот завтра вы вы объявляете, там, да, что мы там умозрительно прикинули, что мы в рамках Херсонской и Запорожской областей полностью объявляем это территорией России, знаете. Ну, во-первых, это дополнительные санкции. То есть вся эта туфта по поводу денацификации, защиты народа Донбасса, это вообще никак уже не работает. Да? То есть они еще больше усугубляют свое положение. А дальше начинается самое интересное. Так украинская же армия не остановится, да? И что, так уже на территории же России начинается война, а вы же ничего сделать не сможете. Армии-то у вас нет для того, чтобы защитить это все. Как бы, потому что армия наша становится все сильнее и сильнее. Дальше вопрос. Пугать тактическим ядерным оружием, но это тоже предельно такой очень спорный вопрос. Украинскую армию это все равно не остановит. Да? Применение, даже угроза применения тактического ядерного оружия, но никто не признает, потому что скажет, ну это вы что-то себе там придумали, потому что вы показываете, что вы дополнительно невменяемые. Ну завтра они, например, объявят территорию, например, Эстонии, Латвии, Литвы, территорию России. Да? Кстати, они отменять начинают независимость за заднее плечо. Так и что? То есть, как сегодня Дуда, президент Польши, сказал, ну так и что ядерное оружие? Так что, если учитывать этот фактор, то надо сдаваться уже сразу, да? Или как в американских, знаете, уже тоже в американских СМИ звучат, когда уже тоже звучит вопрос, давайте там что-то думать, ядерное оружие. Как бы, а зачем нам Пентагон, скажите, пожалуйста? Если у нас 700 миллиардов тратим в год, то что не решается этот вопрос, какие-то идиоты там что-то там играются ядерным оружием,
А если, например, Северная Корея заявит, а у нас мы можем достать, например, до Америки, вы Северной Корее тоже будете платить какие-то отступные, либо Китай об этом заявит. То есть это прецедент, который есть, и это, ну, все эти игры в референдумы, не это вообще ничем не, ничто сейчас не решаешь, и все решается на поле боя. Чисто виртуально поиграться, рассказать о том, что мы создали новый союз, и мы где-то победили, ну, на пару месяцев, может быть, получится. Но все равно же армия ж пойдет отвоевывать, там, например, там, и Херсонскую область, и Запорожскую область, и Донбасс. Там, да. Есть пока вопрос по Крыму, связанный с позицией Соединенных Штатов, будут ли они четко заявлять, что нельзя применять ядерное оружие. Вот, по Не Украине. ядерная, а дальнобойные ракеты РСЗО на 300 километров. Не, тут вопрос не в этом. Вопрос, тут они считают, что территория России, Крым, да, например. Когда украинская армия вступает отвоевывать Крым, да, это какой статус вот территории? Это, ну, как американцы посчитают, применение РСЗО это по украинской территории, да? Ну, Или по российской территории. Хотя по настроению американцев достаточно воинственным. Я уже вижу, что главное, чтобы было РСЗО, а там они еще передумать могут даже по поводу Белгородской области. Там, да? Потому что, ну, сама позиция многих уже политиков, Ястреба, вот бывший посол в Украине Тейлор уже заявил, а почему не имеет права там, да, имеет право бить, потому что с той территории ведутся военные действия там, да, и тем более, что даже это РСЗО, которое нам дается, 80 километров, ну, от границы Харьковской области, например, до Белгорода 70 километров. Там, да. Ну, то есть, ну, по военным, конечно, объектам, мы же не звери, как любят россияне уничтожать города. То есть тут, возвращаясь к вопросу этого федерального округа, это чисто виртуальная игра, которая сейчас не имеет никакого значения. Тем более, они сначала объявляли, что будет референдум, но поняли настроение в Херсонской области, поняли, что это будет смешно. Привозить каких-то из ДНР, ЛНР, голосовать за ХНР, как они любят. Да? Они быстро поняли, что из этого они получат только первую часть названия города Херсон. Да? Вот. И, соответственно, там потом был этот Стремусов, что ты говорил, будем присоединять, не присоединять. Вроде в рубли хотим перевести. Рубли никто не хочет брать на территории временно оккупированной территории. То есть, ну, по одной простой причине. По той причине, например, почему они, например, ввели снова гривну в оборот в Ордло. А потому что рубли никому не нужны, их невозможно поменять на доллары. Там, обычная история. То есть все это как бы это чисто виртуально, оно не имеет никакого отношения к реальному состоянию дел и к реальной обстановке на фронтах. Все решается сейчас на поле боя. Вот, и все. Больше в действительности не имеет никакого значения. Чисто теоретически Россия завтра может на бумаге объявить всю территорию Украины Россией. Я этого не исключаю. Они могут сказать, что СССР не распущен, например. Горбачев, кстати, живой, он может еще подтвердить это. То есть, это ж полный маразм. Вы понимаете, это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Интрига, скажем так, этого месяца — это наше членство, точнее, наш статус кандидата в члены ЕС. Много об этом говорится. Вот президиум Европарламента призвал страны, члены Евросоюза, проголосовать за предоставление этого статуса и проголосовать на саммите, который произойдет в Брюсселе 23-24. Перед этим будет заседать Еврокомиссия. Тут вот есть разные, как бы, скажем так, мнения разных стран. Вот по заявлению вице-премьера Украины по интеграции Ольги Стефанишиной, есть 7 стран, которые предлагают нам какие-то другие форматы, из них 3 страны, которые категорически против. Вот, собственно, удастся ли нашим дипломатам или нашим союзникам, вот как президент Польши Анджей Дуда поехал с турне поддерживать нас, удастся ли убедить скептиков, противников и все-таки предоставить нам этот статус кандидата? Ну, скажу, зачем он нам нужен. Статус кандидата, а не вот эти промежуточные какие-то варианты, нам нужны для того, чтобы получить доступ к финансированию в первую очередь.
Там различные программы по выравниванию регионов, различные программы помощи, ну и восстановление страны нам нужно. То есть нам на год, например, дали доступ на их рынок. То есть Европейский Союз нам интересен с точки зрения рынка сбыта и с точки зрения получения финансирования. Поэтому, конечно же, хотелось бы получить статус, да. Когда там уже возьмут ЕС, это уже вопрос 25-й в действительности, потому что нам деньги нужны здесь и сейчас. Вот, и мы еще не знаем, в каком формате сохранится этот ЕС, потому что я считаю, что нынешний ЕС старого формата, он уже умер по многим причинам. Да? Вот. И, соответственно, нам нужно туда, конечно, это получить, потому что у нас будет мощная поддержка такого профессионального выбивателя фондов ЕС. Это Польша, которая при вступлении в ЕС выбила все, что себе угодно. Уверен, что для Украины они тоже много чего выбьют, ну, со своим интересом, наверное, но как бы это всем сейчас интересно, да. Поэтому это нужно. Какие прогнозы? Ну, посмотрим, как это будет происходить. Я считаю, что существуют риски, что могут не предоставить, потому что есть абсолютно коррумпированные страны Европейского Союза, которые куплены Российской Федерацией просто на корню. Это Венгрия в первую очередь. Но тут одно есть но. Я не исключаю, что статус кандидата могут предоставить в общем пакете, который идет, переговоров, который идется вокруг Украины. Который заключается в следующем, что в ЕС Украину мы берем, так, а в НАТО, например, сохраняется нейтральный статус. Там, да? Ну, понятно, при наличии вооруженной армии, при наличии возможных гарантий безопасности и так далее. То есть это тот компромиссный вариант, который все-таки обсуждается. Это, кстати, есть в части предложений премьер-министра Драги, что берем в ЕС, но не берем в НАТО. То есть такой вопрос существует, как промежуточный вариант есть там, да. Вот. Но это пока только промежуточный вариант, но это, кстати, не исключает и вступление в НАТО, потому что госпожа Квин, которая раньше у нас была полномоченным США, как-то вот месяц назад сказала очень замечательную фразу. А кто вам сказал, что вступление в НАТО, ну, например, для Украины, требует ПДЧ, то есть вот этот план действий членства? А это не обязательно. То есть вопрос в том, что, например, по военной инфраструктуре украинская армия уже является членом НАТО. Да? Она уже и вооружена, перевооружилась. Да, перевооружение идет по натовским стандартам. Боевое взаимодействие со структурой НАТО уже на высшем разряде. Я не думаю, что у меня есть сомнение, что некоторые страны НАТО, даже крупные, имеют такой опыт и могут такое сделать. Вот. И поэтому не исключено, что все-таки в НАТО примут. Но я тут больше, как учитывая ситуацию, есть, не исключено, что в НАТО нас могут и быстрее принять. Конечно, для этого должна быть полная деоккупация территории, включая Крым. Потому что все-таки со спорными территориями будет много нюансов вокруг, ну как со спорными, как считают ЕС, да? Много вариантов. Ну, для примера я хочу применять Крым, вот, например, Кипр, да? Кипр не является членом НАТО, потому что там есть вопрос Северного Кипра, который оккупировала Турция и объявила что-то такого своего ЛНР, но является членом ЕС, потому что наличие стабильных границ и контроля над границами не является принципиальным для ЕС. То есть они будут записывать Крым как, если не удастся, во что я не верю все-таки, я считаю, что Крым, скорее всего, будет отвоеван украинской армией. То есть чисто теоретически, даже если часть ЛНР, ДНР не отвоюют, да, то оно все равно будет считаться членом ЕС, ну просто не подконтрольная ее территория. То есть я вижу вот такие вот расклады, которые наоборот увеличивают шансы на получение кандидатства в ЕС. Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Тарас Загородний, политолог, руководящий партнер национальной антикризисной группы, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем говорить о 106-м дне полномасштабной агрессии России против Украины. И я напоминаю по традиции про наш YouTube, вы всегда можете на него подписаться. Если еще этого не сделали по каким-то причинам, то
подпишитесь. Если подписаны, то ставьте лайки и делитесь нашей трансляцией в своих социальных сетях, чтобы нас увидело как можно большее количество людей. Ну и по возможности, если такая возможность есть, поддержите нас на нашем Patreon. Я представляю нашего гостя, уже традиционного гостя наших эфиров в это время. Это председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, здравствуйте. Доброго вечера, хайр вашамвар. Памятуя о вчерашнем разговоре, я упоминал Литву, которую хотят россияне лишить статуса независимости. Вот все-таки информация подтвердилась, что зарегистрирован проект закона в Думе о отмене акта Советского Союза о признании независимости Литовской Республики 1991 года. Так вот, уже есть реакция Литвы. Там отреагировали на скандальный законопроект Госдумы, в котором, как я говорил, предложили отменить признание независимости Литовской Республики. И глава МИД Габриэлис Ландсбергис заявил, что Россия управляется зверями, так как только такая страна могла начать войну в Украине. А само намерение о непризнании независимости Литвы назвал варварским. Мы готовы защищать себя, подчеркнул он. Вот впервые такое сравнение, да, управляется зверями. Я вот что-то такое еще не слышал. Но что-то подобное было ранее бандитами. Ну, бандиты это все-таки еще люди. Байден называл, президент Байден называл Путина убийцей. Были другие эпитеты, которые характеризуют нынешних и руководителей, и вообще политику России. Но здесь, видите, потому что само по себе намерение, а можно его оценивать, это намерение, как, ну, в общем-то, официальное, поскольку оно оформлено в виде законопроекта, но действительно является таким варварским. Но я бы мог бы, наверное, просто добавить о том, что вот этот сумасшедший возле Европейского дома становится буйно помешанным и агрессивно буйно помешанным. И мне представляется, вместо того, чтобы фиксировать дальнейшие какие-то с его стороны агрессивные действия, надо быстрее принимать самим действия к тому, чтобы, ну, окончательно лишить его возможности угрожать своим соседям. Ну, это санкции, запрет российского экспорта. И об этом сегодня в очередной раз говорил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел. Мы ждем 7-й пакет. Мы о нем уже тоже с вами неоднократно говорили. А вот если говорить об этом буйно помешанном, вот если там в анекдотах ходит про Наполеонов, да, которые люди себя мнят, то вот сегодня стало понятно, что этот человек мнит себя Петром Первым. Вот он сегодня проводил встречу с какой-то молодежью. Сегодня там какая-то годовщина, по-моему, этого Петра, то ли годовщина его рождения, то ли смерти, я, честно говоря, не помню. Но вот он говорил, вот Петр Первый, вы думаете, он вел войну со шведами? Нет, он не отбирал земли, он их возвращал. Это исконно русские земли были, Нарва, там питерские болота. Там, конечно, финно-угорские народы жили, но и славяне там тоже были. Мы возвращаем земли. Тогда и сейчас возвращаем, сказал Путин. Так что... Но меньше всего мне сейчас хотелось бы, конечно, сравнивать, проводить параллели или, наоборот, противопоставлять одного русского императора. Как раз давайте тогда и скажем, что именно при Петре Первом Россия стала официально империей. И сегодняшним правителем, который вдруг решил восстановить все атрибуты недавней Советской империи. Но если уж мы упомянули про этот уже исторический персонаж Петра I, кстати, в турецкой историографии его называют Дели Петро.
буйный Петро Дели. Это вот такой, ну, не дурак, а такой помешанный очень сильно, да, неадекватный. Дели Петро — это официальное вот его упоминание в историографии. И все-таки он ставил цель не просто расширения империи, и этим он занимался действительно. Мы сейчас пытаемся же быть объективными к этому периоду истории российского государства, становившегося Российской империей, но при этом он не чурался учиться у Запада, и он понимал прекрасно, для того, чтобы вырвать Россию из того затхлого состояния и действительно попробовать ее, ну, сделать роль весомой вот в том геополитическом пространстве, в том, это начало 18 столетия, конец 17-го, начало 18 столетия, конечно, Петр I понимал, что без достижений Запада, опять того же времени, он свою задачу не выполнит. И он, как говорится, кровью и мечом выдавливал архаичность вот в российском государстве, начиная от отрезания бород и отправляя детей бояр для обучения, как бы мы сегодня сказали бы, ремесленничеству, но разным профессиям, для того, чтобы было бы хоть кем-то управлять тем государством, которое он тогда создавал. Что касается Путина, абсолютно противоположное. Он наглухо закрывает все те щели, которые остались от того окна, которое как бы прорубил Петр I Европу. Ну, это же, да, даже есть такой анекдот, да. Петр I окно в Европу прорубил, а Путин его закрыл. Но здесь уже не только там окно, не форточки, уже только щелочки остались. И вот он их сейчас конопатит для того, чтобы остаться в вот этом угаре вот русского шовинизма. Я только так могу оценивать его роль. Он убивает Россию. Ну вот все-таки некоторые слова Путина можно вот как-то вот воспринять с каким-то оптимизмом и надеждой. Он сказал, что через 10 лет Россия будет жить гораздо лучше. Ну вот учитывая, что его через 10 лет не будет, то возможно или нет? Но, Изменится ли Россия? Ну вот такой вопрос. Без Путина. В лучшую, скажем, сторону. Вообще, видите, то, что он произнес такие слова, это свидетельство о том, что у него больше нет никаких аргументов для того, чтобы удерживать российское общество, ну, хотя бы на том уровне, ну, доверия к нему, которое сегодня есть. Хотя никто не знает, какой этот уровень доверия, потому что никто уже давно не верит тем исследованиям, которые проводятся в самой России. Но обещание, что Россия будет жить через 10 лет лучше, чем сегодня, это обещание очень похоже на начало 60-х годов обещания Хрущева. В 1980 году советские люди будут жить при коммунизме. И вот я тогда был ребенок и только-только собирался в школу, и мы уже говорили, какие мы будем молодые в 80-м году и будем жить при коммунизме. Но это детей можно обмануть. Но российское общество, которое сегодня испытывает также колоссальные нагрузки и психологические стрессы вследствие такой губительной политики Москвы, я думаю, что такие обещания просто раздражают. И поэтому, возможно, Россия через 10 лет будет абсолютно в ином измерении, но это измерение не будет соответствовать ни сегодняшним границам, ни сегодняшней территории и ни сегодняшней столице под названием Москва. И, в общем-то, если так вот отследить даже позицию, скажем так, российских либералов, которые там себя такими хотя бы называют, они как-то вот, допустим, вынося Путина за скобки, они называют миротворцев, которые могли бы изменить страну. Потому что я так периодически там отслеживал некоторых заявления, что вот есть, можно делать ставку на Мишустина, это премьера российского, Собянина, мэра Москвы, и даже называют среди них Дмитрия Медведева.
Вот, собственно, есть ли надежда хотя бы на российское общество, на либеральное, которое там себя хотя бы таким называет, что оно может изменить Россию после Путина? Нет, я думаю, что не, в любом случае мы понимаем, что когда настанут потрясения в России, то все равно на поверхность выйдут некие люди, которые не только захотят взять на себя ответственность за управление теми процессами, которые будут происходить, но они и смогут в какой-то мере управлять этими процессами. Но я себе представляю, что это будут люди, о которых мы сегодня совершенно ничего не знаем, ни имени, ни положения их в обществе, но только не Мишустин и не Медведев. По-моему, эти политики, они умирали в тот момент, когда полностью поддерживали наиболее бредовые идеи Путина. Но давайте вспомним о том, что при Медведеве была начата агрессия вооруженная России против Грузии. И Медведев, и Мишустин занимали ответственные посты, тогда, когда Путин принимал решения, и Государственная Дума, и Совет Федерации голосовали о введении войск на территорию Украины, об аннексии Крыма. Соответственно, сегодня Мишустин один из основных должностных лиц, которые планируют и финансируют войну против Украины, потому что он глава правительства России, которая напала на Украину. Что касается Медведева, но мне трудно судить, я не настолько глубоко знаю детали вот такой подспудной российской жизни, но, как говорят многие эксперты, он уже в состоянии постоянного пьянства, он не может выйти из того состояния, в которое ввергает себя человек, выпивающий очень большие дозы алкоголя. Сегодня еще пришла такая новость со ссылкой якобы на источники в Кремле о том, что именно Кремль планирует объединить эти террористические организации ДНР, ЛНР, присоединить к ним временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской области, и все это объединить в один федеральный округ и присоединить к России. Якобы даже планируется на середину июля или там 11 сентября, когда в России будут выборы губернаторов, это все провести референдум, а потом присоединить. Вот. Ну, собственно, по-моему, мы с вами, Роман, говорили несколько дней назад о том, что у Кремля еще нет как бы окончательно такой вот окончательно установившегося такого представления, а тем более решения о том, как они дальше будут поступать с признанными ими незаконными образованиями ДНР, ЛНР. Это же Российская Федерация, член Совета Безопасности, постоянный член Совета Безопасности ООН, явилась государством, которое признало незаконное образование ДНР и ЛНР. Это еще 1000 раз ей откликнется. Но я не знаю только в каком качестве тогда Россия будет. А тут еще и оккупированная Херсонская и значительная часть Запорожской областей. И тут надо тоже принимать решения. И вот тот вариант или та форма, которую вы сейчас сказали, что одним чохом присоединить все территории, как и вот ту, которую российская сторона контролирует с 2014 года, так называемые ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую область, в виде просто дополнительных территорий, присоединяемых к Российской Федерации. Но я логику такого варианта, их логику я понимаю. Это и есть как раз вот восстановление шаг за шагом Советского Союза. Они тогда могут говорить своему обществу, что вот так приращиваются или возвращаются, они обычно говорят, возвращаются российские люди с российской землей в состав
российского государства. Они же не будут говорить, что мы восстанавливаем Советский Союз. Но все люди будут оценивать то, что вот так восстанавливается Советский Союз, особенно старшее поколение. И мне кажется, что этот вариант, он не совсем такой вот случайный, потому что как раз вот эти дни происходит замещение исполнительных структур квазиобразований ДНР и ЛНР, и во главе этих исполнительных структур или смотрящими в этих исполнительных структурах ставятся люди, имеющие определенный опыт исполнительной работы в самой России. Ну, да, там была информация о том, что так называемое правительство ДНР было полностью отправлено в отставку. И вот, как это называют, еще одним признаком того, о чем вы говорите. Но, собственно, тут же могут возникнуть недовольство наместников нынешних, этого Пасечника и Пушилина. Их-то потом куда? Они же не смогут. Кто-то из них так точно вылетит из обоймы, а скорее всего и оба два. Если у кого-то из них хватит на это смелости выразить, я думаю, что их быстренько стреляют, потому что они уже там не обладают никакой значимостью, как это было бы в 2014, а то и 2015 году, но потому что под них выстраивались целые теневые схемы, в том числе и связанные с хозяйственной деятельностью, шахты, добыча угля, контрабанда больших объемов добываемого угля, металла, а также махинации с гуманитарной помощью, которая поставлялась или международными организациями, или, собственно, самой Российской Федерацией. И поскольку тогда под этого Захарченко, других там людей выстраивались эти схемы, с ними в какой-то мере считались как с какими-то партнерами по бизнесу, да, с подельниками, как с подельниками. А сегодняшние так называемые руководители ДНР и ЛНР, они на уровне шавок. А шавок, если они очень сильно гавкают, их просто отстреливают. Есть еще одна тема, о которой я хотел с вами сегодня поговорить. Вот сегодня посол Украины в Турции Василий Боднар давал интервью. Он повторил те тезисы, о которых мы говорили и вчера, о том, что это Турция наш стратегический партнер, она продолжает оказывать посреднические услуги между нами и Россией. И он тот тезис, о котором мы с вами говорили, что договорились договариваться, так он оценил переговоры Лаврова с Чавушоглу, подтвердив, что невозможно без нас. Но вот интересный момент, о котором он говорил, о том, что в Турцию приехало 165 тысяч украинцев. И говорит, что их нельзя называть беженцами, потому что в Турции нету правового статуса, правовых основ для помощи жителей Украины. И украинцы не оформляют статус беженца, они оформляют свидетельство на международную защиту, большая часть, вернее меньшая часть, а большая часть оформляет вид на жительство. Из 165 тысяч 116 уехало, осталось 55, как заявил посол. Живут в Анталии, Стамбуле и других городах. Вот есть ли у вас информация об этих людях, на каких условиях они живут, почему они не оформляют статус беженства, статус беженцев, то есть есть ли там какая-то у них защита, что про них известно? Я не могу по цифрам здесь не подтвердить, не уточнять то, что сказал уважаемый Василий Боднар, чрезвычайный полномочный посол Украины в Турецкой Республике. Я думаю, что ему эти цифры более известны, и пока будем исходить из этих цифр. Других, по крайней мере, я не встречал. Что касается по поводу статуса тех людей, я хочу сказать, что всех тех, кого мы эвакуировали, мы — это Координационный центр Меджлиса крымтатарского народа, или мы оказывали такое консультационное обеспечение, если к нам обращались люди по социальным сетям, по телефону, это же были самые такие очень
трагические дни, конец февраля и где-то целый март практически. И мы всем настойчиво рекомендовали, очень настойчиво, о том, чтобы они по прибытии в Турцию немедленно обращались и регистрировались в миграционных бюро. Это у них называется ГЕЧ и Даресе. В прямом смысле это бюро тех, кто переехал. Поскольку только лишь в таком случае вступали механизмы государственной помощи людям, которые ищут убежище, безопасного места для собственного пребывания и пребывания своих детей. Мы одновременно ведем переговоры для того, чтобы все беженцы с Украины, они получили особый статус, это называется тюрксой, это, в общем-то, как соотечественник практически, да, но этот статус не имеет никакого, не имеет опоры на этническое или религиозное какое-то происхождение. Речь идет о гражданах Украины. И, в общем-то, мне представляется такой статус гражданам Украины, которые будут далее пребывать в Турции, он будет предоставлен. Я, честно говоря, ближайшие предыдущие где-то 2 недели не интересовался, как у нас с этим дальше продвигается. Но теперь ваш вопрос меня просто подвигнет тому, что завтра, послезавтра мы уточним эту ситуацию. Этот статус тюрксой будет давать возможность гражданам Украины совершать все действия, за исключением работы в органах государственной власти, не участвовать в выборах и, скажем, не служить в армии турецкой. Да? То есть это очень высокий статус. Мы, по крайней мере, это обсуждали и не видели никакого возражения со стороны турецкого правительства. С другой стороны, одновременно, есть очень много людей, которые по своим каналам, по своим возможностям, они поселяются в Турции временно, чтобы пережить те опасности, которые есть в тех местах, где они жили или живут на территории Украины. И эти люди сами решают свои проблемы, они получают вид на жительство. Таких людей тоже очень много. Хотя цифры, которые назвал господин посол, для меня какие-то очень огромные, будем уточнять. Я думаю, что у них есть основания, чтобы аргументировать эти цифры. Вид на жительство, он приемлем для тех людей, которые могут нести затраты по своему проживанию в Турции. Если у людей, граждан Украины, которые эвакуировались в Турцию, нет собственных сбережений, а у подавляющего большинства людей, которым мы помогали, таких сбережений и близко нет, то они могут рассчитывать только на государственную помощь. Поэтому они регистрируются в миграционных этих бюро. Если человек приехал в Турцию, и он там не хочет через 90 дней уехать, а граждане Украины могут без особого разрешения там находиться 90 дней, но потом должны покинуть территорию, тогда они должны оформить вид на жительство. Это все платно, и, соответственно, они сами себя содержат. Наверное, есть и такие граждане. А известно ли вам про социальную помощь по статусу соотечественника, о котором вы говорили? Кроме прав... Я не скажу сейчас о многих деталях. Мы получаем информацию от наших соотечественников, от граждан Украины, скажем, в Германии или в странах Балтии, или в Польше и в Турции. Мы видим достаточно большие отличия, но мы никогда не углублялись в сравнительный анализ и тем более не выписывали все направления и объемы той помощи, которую оказывают людям. Я знаю в Турции, что 100% гарантировано жилье, питание, снабжение детей и взрослых элементарными потребностями, одежда, но, разумеется, там ассортимент очень такой ограниченный. Все остальное мы просим
нашей организации, крымско-татарской организации, то есть крымсарскую диаспору, и они помогают тем людям, которые прошли через миграционное бюро. Я хочу сказать, что граждане Украины, которые поселились через миграционное бюро и живут в такой, компактно, по 900, 600 и более человек, это Эскишехир, город Эскишехир, один из крупных городов Турции, это Харклар-Ери, и это Бурса. Вот 3 города, где живут граждане Украины, зарегистрировавшие в миграционном бюро, и поэтому здесь для них удобнее и нашей диаспоре с ними взаимодействовать. А еще один вопрос на останок. Напоследок остается буквально 3 минуты. Тем не менее, 8 лет войны, уже, казалось бы, все знают, что Крым оккупирован Россией, что он под санкциями, что туда нельзя заходить ни с каким бизнесом. Но встречаются иногда люди, и один из них, я так понимаю, живет в Турции, его зовут Эрсун Юнлю, и вы о нем тоже, по-моему, делали публикацию в Телеграме. Он заявил, что он открыл ресторан Каппадокию в Крыму, написав, что Россия, Крым, Симферополь. Может быть, ему нужно объяснить, что он не прав или нет? Здесь немножко другие ситуации. Вы знаете, что накануне, годы предшествующие, собственно, захвату Крыма, я сейчас говорю о 2000-х годах, в Крым начали вкладываться инвестиции. Другое дело, что местная власть очень была избирательна по отношению к тем, откуда эти предприниматели. Вы знаете о том, что к российским бизнесменам это были всегда открытые настежь и двери, и ворота, и все, что вы хотите. И очень были большие сложности с другими с предпринимателями из других стран. Но, тем не менее, в Крыму начали развиваться предприятия на основе иностранных инвестиций, в том числе и турецких предпринимателей. И этот гражданин, которого вы назвали, Эрсун, да, его зовут, Нур, я могу чуть ошибиться. Юнлю вроде бы, если я правильно произношу. Унлю, да, Унлю. Я вчера с ним ночью о нем наводил справки дополнительно. У него была фабрика в районе Каменки, кондитерская, может быть, вы помните, я сейчас, по-моему, Крымский султан, она называлась. Да. Я могу перепутать. Как ни странно, я знаю. И вы знаете, и вы помните, были разные ситуации, я смотрю на время, я тороплюсь, чтобы нам успеть закончить. И были времена, когда были очень осложнены отношения между Москвой и Анкарой после сбития самолета турецкими военно-воздушными силами, российского самолета. И тогда оккупанты за несколько дней они выкинули из Крыма практически весь турецкий бизнес, который еще сохранялся на то время. Там это были десятки людей. Как правило, это был мелкий бизнес. Но, тем не менее, это были предприятия, где работали по 10, 8, 15 человек. Несколько человек почему-то там остались. Мы потом выяснили, это те люди, которые напрямую сотрудничают с спецслужбами ФСБ. И этот человек, о котором мы говорим, он, в общем-то, имеет, как это называется, не подельника в бизнесе, а тот, которым совместный бизнес. Я забыл это слово. То есть в его бизнесе, как мне вчера утверждали знающие люди, в общем-то числится доля и Аксенова, и поэтому ему позволяют там развиваться. Мы занялись этим человеком, я думаю, что в ближайшее время. Многие же турки не знают о том, что мы бы даже, наверное, не обратили бы на него внимания, если бы он не написал бы «Россия, Крым» и там Симферополь, да. Если бы он не публиковал это на Фейсбуке, да. И такая маркировка, а потом, когда начали изучать, оказалось то, что он там остался только из-за того, что он работает на ФСБ, он выдавал своих соотечественников, турецких бизнесменов, и он работает в одном бизнесе с Аксеновым. Но есть возможность повлиять на него через турецкие службы правопорядка?
Я думаю, что нам надо открывать, ну, нам, Украине, уголовные дела и все вот таком вопросе из-за того, что ваш гражданин вот такой-то территории, там то-то, то-то, надо доказывать. Надо доказывать о том, что его деятельность подпадает под нарушение не только украинских законов, но хотя бы каких-то международных актов для того, чтобы требовать от Турции принятия к нему конкретных персональных действий. Но я думаю, что мы его будем пропускать и по всяким санкционным спискам. Благодарю вас. Благодарю, что подключились. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса, был с нами на связи. Наш эфир подошел к концу. Буквально прямо сейчас служба новостей «Заман». Не переключайте.